солдаты! Вперед, вперед, вперед! Руки вверх! На землю! Это ошибка! Мое имя Коди Кеннет, и я ничего не сделал! Я знаю, кто ты. И это не ошибка. Что ты? И что здесь делаешь? Не волнуйся насчет меня и этого. Мы здесь ради тебя. Эй, положи на место! Хотел поблагодарить лично за все, что ты дал мне. Не то чтобы ты построил все сам, но... Отдаю должное за вдохновление. Знал я такого, как ты, безрассудного, заботившегося лишь о своих амбициях. Плевал на боль, что он причинил. Я не как Афтон. Откуда ты знаешь это имя? К счастью, я смог научиться на его ошибках. Где он прокололся, я преуспел. Я больше, чем он мог когда-либо стать. Ты как он! Не знаешь меры! Может, ты и продвинулся в технологиях, но бремени, что принесет остальным боль, ты не избежишь. Но еще не поздно остановиться. Будь лучше, чем он. Пока людей, много людей, и вещей не будут уничтожены. Сними костюм и уйди, пока он не стал частью тебя. Хотел бы я сказать ему то же самое, пока не... Мы получили свое. Стереть тут все. Вы слышали, майора? Жгите! Принято. На связи Эннард. Мы почти у финиша. Что еще за остановка, Фокси? Мы должны уже быть там. Придерживайтесь курса, ребята. Спрингтрап должен быть в конце коридора. Друг, ты понял? Да, я понял. Произошли изменения в плане. Что значит изменения в плане? Ну, не совсем изменения. Скорее дополнительная информация. Что значит дополнительная информация? Это что-то, о чем нам нужно знать, или наоборот? Давайте лучше сфокусируемся на Спрингтрапе и обсудим это потом. Превосходно, Эйнштейн! Вероятнее всего, ты обрек нас! Оу, я? Ха-ха, смешно. Не я потянул нас ползать по вентиляции. Это называется быть тактичным, чтоб ты знал. Это называется быть тактичным. Я не покажу тактичность. О, Фредди, ты урод! Ты себя ведешь. Замри! Руки на виду. Ну чё ж так долго? Ты последний, кто должен жаловаться. Слон в посудной лавке смог бы сбежать более скрытно, чем ты из какой-то вентиляции. Ой, прошу прощения, стоило предоставить это эксперту. Что ж, да, все верно. Признаюсь, не ожидал увидеть такого простака, который поймет эту очевидную вещь. Ха-ха, прошу. Если бы я был у руля, я бы вытащил нас оттуда фастом. Я прошу прощения, но ты действительно сейчас на полном серьезе сказал фастом? Окей. Фокси, я сказал то, что хотел. И мне не нужны твои раздражающие советы о том, как следует жить. Ты идиот. Нет, ты идиот. Умолкните, прошу. Вы оба. Вы придурки, что дали нас поймать из-за своей некомпетентности. Так дайте мне говорить, пока вы не сделали еще хуже. Ух ты, она жива! Спасибо за бездействие в прошлом. Искренне надеюсь, что дьявол не наблюдает за мной и не готовит мне пытки.
Приветствую, друг. Для ясности, если ты рыпнешься, Знаете, да, честно и понятно, офицер. Мы понимаем, что за нашими действиями есть последствия, и в наших планах сейчас сидеть смирно, а не броситься на вас или типа того. Простите за моего тупого партнера. Он пытался сказать, что мы будем спокойны и готовы к сотрудничеству с этого момента. Любой ваш вопрос получит ответ в меру наших возможностей. Я не тупой. Мы только что говорили об этом. Сейчас не самое время тупиться! А я не тупица! босс желает, чтобы мы приступили. За каждый неотвеченный вопрос я пускаю ток. И поверьте мне, я жажду этого. Приношу извинения за их поведение. Прошу продолжить вопросы. Чудно. Начнем с технического. Как такое количество личностей могут ужиться в одном теле? Наш создатель, Уильям Афтон, ответственен за это. Он экспериментировал над нами, пытками. Он хотел вернуть свою дочь с помощью науки, а мы были его крысами. Поподробнее об этих пытках. Зачем столько хлопот? Как объединение разумов приблизило бы его к воскрешению дочери? Он обнаружил, что чем больше ремнанта он вводил в оболочки, тем более нестабильными они становились. Это было слишком много для одного разума. И поэтому он подумал, что было бы хорошей... Две самые тупые личности в одном теле со мной. Балора! Не обязательно рассказывать все! Да, Балора. Какого черта? Продолжайте. Как я и говорила, мы были его первой попыткой воскрешения. И как следствие, самой нестабильной. Слияние трех жизней. Трех жизней, которые постоянно борются за свет. Повтори-ка, кого ты сейчас назвала нестабильным? Идиот. Ладно, простите. Мы признаем, что убивать всех подряд было сильно чересчур, и мы каемся. Что? Ты собираешься извиняться сейчас? Вы оба прекратите это. Ну почему я умру так? Почему не удалось побыть одному хоть раз? Я ненавижу вас, ребята! Взаимно. Достаточно? Балора... О, господи. Куда Балора пропала? Она мертва? Это невозможно, мы не можем умереть. Я оставлю вас наедине. Надеюсь, когда я вернусь, вы будете спокойней. Впереди вся ночь. Балора? Балора, ты в порядке? Балора! Черт подери, ответь же! Это вся твоя вина. Теперь Балоры нет, и мы в полной жопе. Окей, завались, просто завались. Просто успокойся и дай мне поднять нашу ногу. Но прекрасные новости, теперь мы коллеги, которые даже стоять не могут. Окей. Балора, я обращался с тобой и говорил просто ужасно, окей? Я искренне прошу у тебя прощения. И сейчас самое время, чтобы вернуться. Просто смирись. Она не вернется, Фокси. В отличие от тебя, у меня все под контролем. И нам не надо полагаться лишь на Балора в таких простых вещах, как ходьба. Знаешь что? Нет, ведешь себя как паникер. Это не так сложно. Отдай контроль. Вау, молодцом. Я впечатлен. А теперь валим отсюда, пока эта бездумная маньячка не вернулась. То есть ты просишь у меня помощи? Если ты желаешь услышать это моим голосом, я могу дать тебе уроки пародирования и мимикрии. Подумай об этом, пока я у руля. Стой, но не сейчас же! Эй, помедленнее, мы же так упадем. Погоди. У меня есть план. Точно! Ты двигаешь левой, а я правой. Отлично, погнали, психопат. Погнали! Христос! Я забыл об этом. Ладно, ребята, все в круг. Прошло 30 минут с момента потери связи с другом Йеннардом. Ваши предложения. Если мы хотим пойти внутрь и спасти их, нам нужен отвлекающий маневр. Да, хорошая идея. Еще идеи, команда? Мы можем использовать трюк с плащом. Это как? Встаем друг на друга, надеваем плащ и идем. И почему они должны будут пропустить нас? Может, просто используем фургон?
А это неплохая идея. Я заеду спереди, устрою небольшой хаос, пока вы, ребята, проберетесь сзади. Одна проблема. Не думаю, что такие Годзиллы способны поместиться в кабине фургона. Или хотя бы держаться за руль. Без обид, Бонни. О, я могу. Ты хоть раз водил машину? Неа, не было и шанса. Я был слишком мал. Ну, никогда не поздно научиться. Мы, Бонни, пойдем вместе. В таком случае, ты поможешь мне, Чика? О, побег из тюрьмы звучит круто. Мы еще не обговорили, что делать при обнаружении Афтона. Побег это понятно, но недооценивать его не стоит. Я разорву его на куски. Только у одного хватит на это сил. Лефти должна сделать это. Я позабочусь о нем. Конечно, если один золотой призрак не помешает нам опять. Готова поспорить, что где бы они ни держали Афтона, друг и Эннард рядом. Если перегруппируемся там, то сможем прикрыть тебя. Вырубим свет и получим преимущество. Команда Бонни в деле. Итоги. Команда Бонни отвлекающий маневр, команда Чик поиск наших друзей, перегруппировка и затем Лефти позаботится об Афтоне. И этой ночью все закончится. Также, если заметим Кэссиди, сообщаем. Принято. Вперед, команда. Увидимся на другой стороне. Друзья навечно. Почему ты помогаешь им? Повтори. Те маскоты, которых ты считаешь друзьями, они же просто ноющие дети, играющие в маскарад. Не хочу с тобой говорить, но... Да, расскажи мне об этом. Лично я их терпеть не могу. Не имел детей. Они всегда такие. У меня их было 3. Правда? И что они думают о том, что ты сделал за последние года? Они мертвы. Оу, прости. Не извиняйся. Моя семья — это пережиток прошлого. Я давно смирился, что больше не увижу их. Я двинулся дальше. Твоим типа друзьям стоит поступить так же. И все же их силе духа можно позавидовать. Они просто упертые дети. Настолько упертые, что втянули тебя в это. Не будешь осторожен, закончишь как они. Знаешь, приятель, по-моему, тут твоя вина. Что они тебе наплели? Что моя смерть восстановит моральный баланс? Только одной вещи научила меня смерть. Жизнь несправедлива. Да ты еще и философ. Они тебя используют, чтобы добраться до меня. Да, но на данный момент это не важно. Неужто мои старые друзья? Оракул и предатель. Майор, какого черта вы делаете? Расслабься. Я здесь, чтобы поговорить с ним. О, чудно! Море болтовни. Наш разговор тебе понравится.